Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 6. Креатив или умри. Общаемся с креативными людьми и узнаем их секреты. Всем привет! Это подкаст Digitalks, в котором мы говорим о критическом мышлении и медиа. Меня зовут Себия Асанова. Привет, салям алейкум, а меня зовут Наджия Фими. Себия, с чем у тебя ассоциируется слово «креатив»? Вы знаете, есть такое упражнение, когда ты закрываешь глаза и представляешь перед собой, например, креативного человека или слово «креатив». Для меня креативный человек — это человек с яркой внешностью, возможно, с серьгой в носу, и тот, который создает что-то интересное, ни на что не похожее. Вот так легко и ненавязчиво мы подводим вас к теме нашего нового эпизода. Говорим сегодня про креатив, креативных людей и объясняем, почему вам надо это знать. И тут сходу мы сразу сталкиваемся со штампами. Многие люди, в том числе и я, употребляя слово «креативный», чаще всего имеют в виду яркий или заметный, тот, кто выделяется из толпы. Но это тоже штамп, который нужно разрушить. Внешняя яркость в прическе, в одежде, внешнем образе часто сопутствует, но совсем не говорит о креативности того, кто перед вами. Креативный человек тот, кто может создавать, кто видит новые возможности, новые идеи там, где другие их не замечают. В этом подкасте мы решили поменьше говорить сами, а больше дать возможность говорить тем самым людям, которых мы называем креативные. У нас будут очень интересные спикеры. Обычно гости нашего подкаста – это люди, находящиеся в пределах полуострова. Но сегодня мы расширим эти рамки. Италия, Москва, Киев, Прага – вот скромная география нашего нового эпизода. Ну и немного Крыма, конечно. Но сойдется все в точке Digitalks. Давайте же начнем. Digitalks. Сегодня мы слышим все больше прогнозов о том, какие именно навыки, например, такие как способность к непрерывному обучению, критическое мышление, креативность и коммуникативность, позволят в будущем провести границу между теми видами деятельности, которые будут отданы на откуп искусственному интеллекту и которые будут сохранены за Homo sapiens. Но вот недавно я услышала, что искусственный интеллект уже научили шутить. И люди, ты представляешь, смеются. Серьезно? Некоторых людей невозможно научить шутить, не то что роботов. А ведь считалось, что именно юмор — это то, что невозможно создать искусственно. Да сама, как говорится, в шоке. И первое, что мне интересно, что же такое креативность? Это данность от природы или такая условная мышца, которую можно накачать? Наш друг и коллега Кирилло Бескаравайный живет в Киеве, выпускает научно-популярный журнал «Куншт», создает подкасты, проводит крутые выставки и вообще считается очень креативным парнем. Давайте его послушаем. То креативність – це пошук нестандартних рішень по дефолту, по визначенню. І компаніям цікаво, щоб співробітники мали змогу ці креативні рішення шукати. Особливо в якихось кризових ситуаціях або якихось, навпаки, це може бути джерелом росту для компанії, коли нові ідеї приходять і люди їх генерують. Я думаю, що креативність для компанії це джерело їх процвітання і заробітку, відповідно, коли люди можуть виходити. Є такий вираз англійською думати think outside of the box, тобто думати за межами коробки, за межами якогось шаблону, стандарту. І це дуже важливо, тому що це генерує якісь нові рішення, нові, більш зручні ідеї, більш логічні. Бізнеси, компанії, вони всі заточені на прибуток. Тобто, якщо компанія не заробляє гроші, то це поганий бізнес, умовно. Тому всі компанії хочуть більше заробити, теж за визначенням. Відповідно, їм треба придумати нові способи, як це зробити. Оскільки ринок бізнесовий, не одна компанія в певній ніші хоче це зробити, і в неї є конкуренти, то для того, щоб зробити краще, ніж конкурент, треба придумати щось нове, не те, що вже було. Кирилло считает, что каждый человек креативен.
Ми навіть робили з цього приводу лекцію з вченою генетиком, ось, і ми дійшли до висновку разом з нею, з Оксаною Півень, що це, в принципі, і те, і інше. Тобто є певні вроджені генетичні здібності, да, які комусь простіше там вигадувати ідеї, комусь складніше. Але, в принципі, це можна розвивати. Тому не можна сказати, що там я не креативний. Да? Ми постійно, коли люди кажуть, я не креативний, це не зовсім правда, тому що ми постійно маємо придумувати різні креативні рішення. Навіть від того, який салат ви там, що ви до нього додасте, умовно до грецького салату, якщо ви додасте виноград, це вже супер креативне рішення, тому що воно нестандартне. І є різні техніки, є науковою мовою, це називається дивергентне мислення, яке можна розвивати. І, наприклад, Ернест Хемінгуей, він для того, щоб розвивати своє дивергентне мислення, він прокидався щоранку, йшов у свою улюблену кав'ярню і писав. Писав, не зупиняючись, не звертаючи уваги на помилки, на орфографічні помилки, на синтаксичні, смислові. Він просто писав, він хотів, скажімо, прокачати зараз так мовою бізнес-коучів, можна сказати, прокачати своє дивергентне мислення. Тобто, власне, не завадити з потоку ідей і не оцінювати їх. Анастасия Тихомирова живет и работает в Праге в креативном агентстве DDB. На сайте этого агентства мы читаем, цитирую: «Наша философия – создавать неожиданное. Реклама работает, когда удивляет. Поэтому повторяться и действовать по шаблону – не наш метод. Никаких правил, кроме одного – делать то, чего никто не ждет». Класс, мне это очень близко. Анастасию мы тоже спросили, что же такое креативность – данность или навык? Креативность – это абсолютно точно навык, и его можно и нужно развивать. Складывается он из нескольких, как мне кажется, факторов. Один из них совершенно точно – это эмпатия, то есть умение сопереживать, какую-то душевную мышцу свою развивать, тренировать. Вот. Сопереживать, сочувствовать, проживать вместе. Конечно же, второе – это насмотренность. Нужно, мне кажется, смотреть, что делают люди, как там интересные какие-то, может быть, новые решения, я не знаю, технологий. То есть в целом вот эта вся история. Но она также еще, мне кажется, сильно перекликается с третьим фактором, который я бы выделила. Это любопытство. Это то, что называется «мир глазами ребенка». До тех пор, пока мы продолжаем удивляться этому миру. Это была Анастасия Тихомирова, Прага, аналитик креативного агентства DDB. Известный креативщик Михаил Герасимов живет в Москве. Он не только работает в креативной индустрии, руководит креативными компаниями, придумывает их как для бизнеса, так и для благотворительных историй. А еще он активно прокачивает ту самую креативную мышцу у других. Разрабатывает образовательные программы по креативности и коммуникациям в компании Most Creative Camp. Собственно, мы так с Михаилом и познакомились во время учебы. В Most Creative Camp считают, что некреативных людей не бывает. Просто иногда не все об этом знают. Нельзя сказать, что генетика определяет наше мышление полностью. По крайней мере, о таких исследованиях я не знаю. Мало того, если мы посмотрим исследования об эффективном обучении креативному мышлению, окажется, что люди от природы талантливые, люди, которые заходят в процесс обучения креативности уже с какой-то высокой позиции, медленнее прогрессируют в этом самом освоении креативного навыка. Поэтому я бы не думал о каких-то биологических ограничениях, о какой-то генетической креативности, а спокойно делал то, что нравится и то, что интересно. И там бы уже проверял, что получается, и думал, как это доработать. Мы спросили у наших собеседников еще вот что. Креативный человек в стереотипном представлении рассеянный, словно на связи с космосом, в быту не приспособленный. Или неформальный, с ирокезом на голове, с кольцом в носу, а возможно педант и расчетливый человек, который точно знает, за какие ниточки нужно потянуть, чтобы вызвать ту или иную реакцию. А как на самом деле, в вашей среде, например? Креативность — это наше умение в рамках нестандартных моделей мышления приходить к какому-то новому, то есть оригинальному и полезному, то есть обладающему ценностью результату.
И в этом смысле все люди, которые сталкиваются со сложными задачами, все люди, которые работают в ситуации, где есть высокая конкуренция, они являются практиками креативного мышления. То есть все бизнесмены, все дизайнеры, все рекламщики, все те, кто хочет сделать новый классный продукт, они постоянно тренируют свою креативность. В этом смысле, да, бытовое представление о том, что креативность — это только для художников, для музыкантов, для рокеров, для панков, для писателей, которые закрываются в кабинете и творят какую-то магию непонятно в каком состоянии. Креативность, она не ограничена только этими типажами. Креативность, она про всех и каждого, и каждый или каждая может эту креативность практиковать в своей бытовой и рабочей жизни. Нужны ли для креативных людей какие-то особые условия для работы? Видела я агентства, в которых действительно есть такие как бы классные зоны отдыха, но это скорее, если честно, исключение. Тут стоит, конечно, всех разочаровать. Современное рекламное агентство выглядит как любой среднестатистический офис. Офис Яндекса выглядит поприкольнее, чем многие креативные агентства. Это такая же работа, на нее также нужно приходить с утречка, часам к 10, может, к 11. Ну и как бы вот ты сидишь за своим столом, за своим рабочим местом, или можешь пойти забронировать там переговорку, чтобы поштормить, попридумывать какие-то идейки. И да, все так же, как в офисе в обычном, сидят перед своими компьютерами, рисуют, пишут, прописывают идеи, прописывают ролики, ищут какие-то визуальные референсы. Достаточно жестко, отчасти потому, что есть клиенты, которые ставят себе дедлайны, и в эти дедлайны нужно, хочешь не хочешь, попасть и принести продукт, которым не то, что там не стыдно показать, которым ты гордишься, с которым ты рад принести, да, презентовать клиенту. В этом подкасте мы обещали раскрыть секреты творческих людей. Есть ли у них какие-то ритуалы, техники, способные привести их в состояние творчества? Прежде чем подключатся наши собеседники, могу сказать про себя. Насколько я знаю, у меня тоже есть репутация креативного человека, но могу поделиться парой своих личных наблюдений и своим опытом. Итак, для того, чтобы придумать что-то, мне не надо специально садиться с красивым блокнотом на берегу моря. Иногда идея может посетить тогда, когда вы моете посуду. Именно так, кстати, происходило у знаменитой Агаты Кристи, когда она придумывала сюжеты для своих детективов. Ваш мозг работает все время, даже ночью, когда вы спите. Если вы начинаете думать над какой-то идеей, то ваш мозг начинает искать решение для этой идеи и может вам подсунуть их тогда, когда вы переключаетесь или отдыхаете. Я же скажу, что мне скорее нужно море и красивый блокнот. Когда я мою посуду, мой мозг полностью отключается. Если же я посещу какое-нибудь красивое, креативное, новое место, то у меня обязательно родится какая-нибудь интересная і новая ідея. Є такий автор, він канадського походження, але зараз проживає в Америці. І, до речі, теж робить свою студію подкастів Малком Гладуелл. Він досить відомий. В нього є така його бестселер-книжка «Генії аутсайдери», ну і багато-багато інших. І ось він в одній з книжок, до речі, це потім багато вчених спростували, що це не відповідає дійсності, але він ввів таке поняття, як 10 тисяч годин, да, які ти маєш присвятити якійсь справі, для того, щоб бути в ній професіоналом, для того, щоб бути в ній найбільш видатним і так далі. Я бы сосредоточился не на поиске техник, каких-то ритуалов. Я бы подумал о том, чтобы убрать лишнее из креативного процесса, всего того, что отвлекает нас в процессе разработки идей. Например, мы знаем, что такое явление, как гиперподключенность. То есть наша ориентация на то, что в интернете постоянно происходит что-то интересное и желание проверить социальные сети, новости, почту. Кстати, у вас, скорее всего, прямо сейчас оно возникнет. Поэтому поставьте на паузу, проверьте почту и возвращайтесь к нам. Так вот, это желание, да, выраженное в слове гиперподключенность, мешает нашему мозгу строить длинные ассоциативные цепочки. Из-за этого нам сложно добраться до какого-то действительно уникального решения. Эта же гиперподключенность ломает наше командное взаимодействие, из-за чего мы, постоянно отвлекаясь, не можем ни о чем договориться, потому что нам нужно постоянно синхронизироваться друг с другом, нам нужно постоянно, отвлекаясь, и возвращаться и вспоминать, что же там мы обсуждали.
А когда мы вспоминаем, мы неизбежно теряем часть информации. Ну и в целом, наш телефон — это скорее враг нашей креативности, особенно когда он внедрен в творческий процесс. Далее я бы подумал и о других факторах, которые лично вам мешают сосредоточиться на вот этом самом интересном творческом процессе. Например, у такого замечательного исследователя креативности, как Михай Чиксент-Михай, есть понятие психической энтропии. Психическая энтропия — это ваши мысли о чем-то ином, вас волнующем, которые лезут вам в голову в момент творческого процесса. Вы забыли выключить утюг. Точнее, вы не помните, оставили ли вы его включенным. И вот эта мысль, как огромный черный шар, расползается по вашей голове и заставляет вас думать не о том, как разработать инновацию, как придумать что-то новое, интересное, а внушает вам мысли о, не знаю, горящих шторах, пожарных машинах, которые несутся к вашему дому и так далее. Вот обо всем этом страшном, абсолютно не связанным с процессом творческого мышления и очень сильно от него отвлекающим. Дизайнер и модельер Низия Миршах работает в направлении этнической моды. И вот нам стало интересно, творческие люди эмоционально ранимы больше, чем некреативные? Я думаю, что люди, которые что-то создают, они более тонко чувствуют. Они ощущают больше деталей, больше цветов видят, больше чувств испытывают. Они более тонкие и испытывают намного богаче палитру чувств. А чаще всего это люди ранимые не потому, что нам присущи только слабые черты характера, нет. А просто над сильными нужно работать. Точно так же, как и с телом, понимаете? Хрупкое, изящное тело – это дар от природы. А чтобы наработать мышцы, силу, нужно поработать. И точно так же, я думаю, с душой. Я думаю, что идеальная комбинация, когда ты тонкий и многосоставной внутри, но при этом у тебя есть защитный, наработанный слой, который тебя защищает. Мне важно качество людей, которыми я себя окружаю, еды, которую я ем, информации, которую я поглощаю. Все должно быть любимым. Я очень ценю свою жизнь. Не люблю, когда мою жизнь заполняют ненужными людьми, ненужной информацией, ненужным хламом. И качество людей дает мне энергию, новые мысли. Я не могла заниматься искусством, будучи только в рамках Крыма, не изучая мировое искусство, не смотря на опыты людей, не изучая опыта людей, которые сделали какие-то масштабные вещи. Нужна возможность получения информации людей с разных уровней и кругов, чтобы ты имел возможность выбрать лучшее. Своими мыслями с нами поделилась крымско-татарский дизайнер и модельер Низия Миршах. Еще пара вопросов творческим людям. Правда ли, что новые поколения, зумеры, более креативные люди, чем старшие поколения? Есть много гипотез на этот счет, потому что у креативности много видов измерений. Есть что-то, что измеряется тестами, есть что-то, что измеряется внедренными решениями, есть что-то, что измеряется другими какими-то метриками. Но базово хочется сказать, что свежие исследования, проверяющие креативность людей разных возрастов, то есть исследования, в которые уже попали зумеры, так называемые, эти исследования говорят о том, что нельзя или сложно найти связь между возрастом и креативностью. То есть нельзя утверждать, что креативность в какой-то момент просто упадет. Во многом это связано с тем, что креативность — это не просто создание большого количества идей, новых идей. Это еще умение приземлять их в конкретные решения.
И действительно, школьники, совсем молодые люди очень здорово сдают тесты на дивергентное мышление. Дивергентное мышление — это когда вы как раз быстро придумываете самых разных идей. Но креативность не состоит только из оригинальных идей. Она еще состоит из вашего умения создавать ценность. В этом смысле дивергенция, которая падает с возрастом, не показывает общее падение креативности с возрастом же. Поэтому не переживайте, да, если вы взрослый человек, то, скорее всего, исследования за вас, за то, что вы так же креативны, как и молодежь. Но хочется сказать про другую очень важную вещь, которая, скорее всего, влияет на проявление креативности у человека. Это как раз-таки возрастные стереотипы. Когда мы постоянно третируем старшее поколение, не давая ему шанса на создание новых идей, то есть постоянно иронизируя, шутя над ним, когда мы по-разному проявляем эйджизм, мы снижаем креативную уверенность у человека. А креативная уверенность — это установка внутри личности, которая говорит о том, что ты можешь что-то создать, ты можешь разрабатывать новые идеи, ты креативный. Так вот, креативная уверенность очень сильно коррелирует непосредственно с уровнем креативности у человека. Это интересно, просто ощущение того, что ты хорошо придумываешь, хорошо разрабатываешь новые идеи, действительно приводит тебя к тому, что ты будешь разрабатывать эти самые идеи. И здесь эйджизм, да, возрастные стереотипы, они работают наоборот. Они могут у какой-то потенциально мощной, интересной, возрастной команды снизить этот самый уровень креативности. Поэтому хотите, чтобы все поколения реализовывали себя полностью, уважайте их, общайтесь с ними не травматично и давайте им возможность создавать новые идеи, и они вас удивят. Сказал известный российский креативщик, мастер, который умеет раскачивать креативный скилл у других, Михаил Герасимов. Вот так, креатив или умри, говорят футурологи, намекая на то, что в будущем этот скилл, то есть навык, будет одним из самых весомых. И с каждым годом, мне кажется, все больше, что так говорят не зря. Кажется, что со временем машин можно будет научить действительно примерно всему, ну, почти всему. Мы знаем, да, что уже сейчас роботы, искусственный интеллект картины рисуют, которые трудно отличимы от картин, написанных человеком, художником. Но, наверное, вот это вот как раз любопытство и умение находить какие-то неочевидные связи, неочевидные подходы к решению каких-то задач, мыслить нелинейно, оно, пожалуй, свойственно пока что исключительно человеку и человеческому мозгу. Поэтому, да, я искренне считаю, что креативность — это самая мощная сила, которая движет вообще любыми процессами, бизнес-процессами в том числе. Конечно, про креативность можно говорить бесконечно. У нее очень много измерений, очень много моделей, и это действительно больше про разговор с собой, с пониманием того, как это работает лично у вас, и с постоянным тестированием, с постоянной проверкой. Это все про рефлексию, а не про чтение исследований, учебников и вот это все. Креативность — это про вас. Креативность в самом бытовом, практическом понимании подразумевает вашу готовность сделать вторую попытку. Вашу готовность не останавливаться и пробовать еще, пока не получится. Но так, чтобы вам самим было интересно пробовать. Так, чтобы у вас была внутренняя мотивация, которая тоже коррелирует с креативностью. Внутренняя мотивация к созданию новых решений. Вы понимали, зачем это делается, почему вы сами в этом участвуете, для чего это нужно вам, и искали среду, которая оптимально будет поддерживать ваш вот этот инновационный порыв. Самое главное, не бойтесь доверять себе, не бойтесь говорить то, в чем не уверены, потому что ваш мозг вас может привести к абсолютно новым каким-то решениям. Вы сами себя можете удивить. Вы сами не понимаете иногда, что ваша голова может создать. Поэтому доверьте себе, больше пробуйте и ищите поддерживающую среду, и ваша креативность раскроется на полную.
Если вы согласны или не согласны, пишите нам в комментариях под постами, в директ, куда вам будет удобно. Мы всегда рады обратной связи. Вы помогаете нам понять, что для вас интересно, а что не очень. Подсказывайте новые темы для будущих эпизодов подкаста Digitalks. Над проектом работали Наджия Фими, Сибия Асанова, Эскендер Асанов, Эльдар Куртситов. До встречи!